В Нерюнгринском районе проблема аварийного жилого фонда по-прежнему остается актуальной. Например, в поселке Чульман в прошлом году без крыши над головой остались 80 семей, потому что эти самые крыши просто рухнули. Надежда Акимова продолжит. О Чите Покоевых мы рассказывали в ноябрьском сюжете. Данная семья вынуждена была проживать в бане, так как они остались без крова над головой в июне прошлого года. Причиной потери жилья стало обрушение многожилого здания. Сваи прогнили, конструкция рухнула, как карточный домик. Буквально как неделю семья переехала в съемную квартиру. В неблагоустроенной бане жить в 50-градусный мороз стало просто невозможно. Но обещанных нам денег за нашу квартиру мы не получили по настоящее время. Денег в администрации нет. И также денег нет в правительстве. Это нам сказала глава администрации поселка Чульман Татьяна Евгеньевна Экова. Валерий Литки в Чульмане проживает один. Его дом по Советской 47 сгорел еще в октябре. Старику идти некуда. Поэтому выхода не было, ему пришлось временно переселиться в квартиру маневренного фонда Чульмана. Квартира полностью заброшена, условий для проживания абсолютно нет. Нет ни сантехники, окна забиты тряпками. Деваться некуда. Деваться нет. Сейчас зима, шалаш не построишь. Мы же не в джунглях, не на экваторе живем. Шалаш не построишь. Тут бесполезно. Только одно спросил, квартира теплая? Они говорят, вроде теплая. Дверь была заколочена досками. В подобной ситуации в поселении Чульман осталось 80 семей. Многие снимают квартиры, кто-то вынужден скитаться по родственникам и друзьям. Пострадавшие активно пишут письма в разные инстанции, подают в суд, доказывая свою правоту. Сколько всем им ждать положенного жилья, неизвестно. Но надеемся, что правительство разберется в данной ситуации, в данном поселении. Надежда Акимова, Кирилл Федоров, НВК Саха, Нерюнгри.